Зовут меня Валер Икоев. Занимаюсь я, как сказать, ремесленник. Я никогда не говорю художник, потому что и образования у меня нет, и как-то ремесленник мне ближе. И занимаюсь именно вот нашими национальными. Делаю наши национальные вещи разные. И посуду там, и мебель домашнюю такую, в национальном стиле. Ну и что-то близко к этому. Ну, в принципе, с детства я много что видел. И музей у нас был хороший, я помню, в советское время. Конечно, он был меньше, чем сейчас. Но интересное было вот то, что у нас в первом этаже, вот, как я помню, самое такое древнее все вот это. Я там это видел, в селе тоже много чего видел. Когда был маленький, почти все лето, каждое лето я проводил в селе у себя. В принципе, и в Березанге, и в Сунже тоже, у одних родственников, и у других я. И вот все это наше национальное практически вот было, окружало меня, скажем так. Вот, и как-то, наверное, все это потихоньку отразилось. Раньше я этим занимался, как сказать, как хобби было. Время от времени что-то делал такое интересное, вот, то, что мне нравилось. Ну, сейчас уже, вот, не знаю, последние сколько-то лет я уже стал заниматься этим так профессионально. Ну, можно сказать, профессионально, насколько это можно, вернее сказать. Самый первый, навряд ли я его вспомню, но я помню, вот мне дядя сделал две такие маленькие стамесочки, я не помню, тогда мне лет 14-15, по-моему, было. Вот я его попросил, и он мне их сделал. Тогда было, да, помню, тогда было модно на фанере вырезать разные картины. Вот это там 70-е годы, по-моему. 70-е, там, начало 80-х, вот как-то так вот резали. У нас многие в городе этим увлекались. И вот меня это тоже интересовало, как-то вот на фанере вырезали разные картины. Это было, да, резцы, два маленьких резца, они у меня до сих пор с собой даже есть здесь, сохранились с тех пор. Начинается просто с куска деревяшки. Самое главное – это найти сухой кусок, который уже не треснет. И уже с этого куска и начинать само изделие. И от его размера тоже зависит. Вот сделать какое-то изделие, и тем более чашу, это сложно сказать. Она обычно, если я что-то делаю, то это не так, что вот я ее начал делать, эту вещь, и постоянно изо дня в день я ее делаю. Такого не бывает. Я могу ее оставить на какое-то время, заняться чем-то другим, иногда вот что-то крупное делаю, там, потом опять возвращаюсь к этому же изделию. Ну, все зависит от того, вот как мысль приходит в голову. Уже от этого зависит. Иногда даже бывает так, что начинаешь делать чашу, а по какой-то причине, там, если где-то там трещина, например, или что-то, получается ковш уже, а не чаша, а именно ковш такой с одной ручкой.
В чаше самое главное сначала вырезать саму емкость. Начинается все с емкости, но она у меня уже тут вырезана. А потом уже намечаются сами ручки. Их можно делать по-разному, но самое главное отличие от нашей национальной чаши в том, что ручки, во-первых, должны быть либо явно видны, там головы животных, либо она делается в таком зооморфном стиле. Его обычно покрывают. Там, если это посуда, то покрывается льняным маслом в основном, чтобы этим изделием можно было пользоваться. Вот. Если это предмет мебели там, или музыкальный инструмент, но их уже там специальными разными составами покрывают, но не лаком. Ни в коем случае лак, он просто портит дерево, и вид уже не тот. Есть специальные масла, вот мебельные сейчас особенно очень распространены, и они сохраняют и структуру дерева, и, как сейчас говорят, тактильно. На ощупь они приятные. Такие тактильные вещи получаются. В основном все из дерева, да. Я что-то пробовал там из меди, но это так вот, как сказать, просто была проба. Я в меди, скажем так, совсем плохо разбираюсь. Точнее, совсем не разбираюсь, но что-то попробовал, тоже сделал так из меди. Вот, а так в основном с деревом, да. Дерево, оно как-то вот для меня больше, оно теплое, живое, с ним легче работать. Я с металлом пробовал работать, тоже там что-то вот пробовал ковать но металл, он пока горячий, он поддается, потом уже с ним тяжело. А с деревом всегда можно в любой момент все, что хочешь из него вырезать. Насколько я вот уже вижу, и этностиль входит в моду. У нас очень это становится таким востребованным, конечно. С одной стороны, это радует, а с другой стороны, чего-то все равно вот не хватает, чтобы делать более такие, скажем так, хорошие вещи. Как сказать, у меня, наверное, не очень хватает опыта, но стараюсь, все равно что-то делаю. Значит, вот эта тарелка, я ее сделал, даже уже не помню, сколько там, лет 15-20 назад. Попался мне такой кусок дерева, это груша. Вот ее настоящий цвет этой груши, а то, что вот эти вот разводы, это грибок поел, называется мраморная гниль. Очень красиво смотрится такое дерево всегда. Вот. И это одна из первых, вот сколько я видел, разные тарелки под пироги. И вот это вот одна из таких, я же говорю, моих самых первых тарелок. Я специально сделал вот такие вот ножки, такие грубоватые, массивные, чтобы она смотрелась вот именно как старинная такая вещь. Вот, и в процессе, вот когда я помню, я ее делал, у меня вот тут выскочил кусок такой. Я уже думал, все, вещь испорченная, думаю, как она будет. И на глаза мне просто попалась солонка под соль. И вот я решил из такого же куска вырезать такую же соломку и
так ее сюда вклеил, что получилось, как будто бы это сделано вот специально. И такая тарелка под пироги, и солянка сразу с ней. И такая мысль была, вот сколько я помню, когда садятся за стол, там всегда пироги приносят, и кто-нибудь всегда вспоминает, говорит, соль принесите, забывают соль. Вот, и как раз вот такой вот вариант, что уже соль не забудут, вот эта вот штука напоминает. Это да, это музыкальный инструмент считается. Я его тоже когда делал, я помню, ну, несколько штук я их сразу делал. Не помню, по-моему, одна из наших книг «Остинские музыкальные инструменты». Я не помню автора, но я там видел вот именно эту фотографию, где у трещотки сделана была ручка, именно как на кинжале, такая кинжальная ручка, и он был подлиннее, эта трещотка была намного длиннее. Вот, и глядя по этой фотографии, я сделал точно такую же копию. Вот это, можно сказать, это самый древний музыкальный инструмент, ударный. Потому что еще, ну, можно сказать, практически не было никаких инструментов. Самый первый ударный инструмент – это вот палка, которой били. Ну, и от этого пошла уже и трещотка. А у нас они в основном и делались вот именно вот с такой кинжальной ручкой. Вот это я видел, по-моему, у нас в музее она тоже есть. То я не скажу точно название, если не так произнесу, наверное, будет неправильно. Но эту вещь вешали временно над очагом, пока ковалась вот надочажная цепь мастером. Вот это была вещь временная, она регулируется. Сюда вешался котел, либо еще что-то. Она вот так легко регулируется вверх, вниз. Вот. И вот так временно пользовались этой вещью. Ну, в принципе, идея это не новая и не моя, скажем так. Ну, просто было интересно сделать так несколько таких небольших работ, в том числе и вот эту вот здесь в Комсомольском парке обычно кормят белок. И я тоже подумал что-то вот такое поставить на пенек, оригинальное просто. Вот, ну, еще, да, так несколько похожих, скажем так, работ я разместил на одной улице тоже нашего города. Вот, и просто, чтобы было приятно, как говорится, небольшое настроение, чтобы можно было поднять, вот проходя, увидеть такую вещь обычную. Не могу сказать, что в ней есть что-то такое художественное, но просто приятная для глаза вещь. Но обычно идеи такие, что ставят скворечники. Ну, я решил попробовать сделать что-то тоже такое вот, как кусок такой горной архитектуры, скажем, да. Небольшая башенка, и к ней пристроены такие тоже вот, ну, домики небольшие в национальном стиле. Сказать, что вот я уже все умею, это, ну, не то, что неправильно будет, это неестественно. Человек всю жизнь чему-то учится, постоянно он должен совершенствоваться. Иначе, если он на чем-то остановился, уже все. Это, ну, никакого интереса не будет абсолютно. Поэтому я сам постоянно учусь. Ну, бывает, приходит, кто-то просит, вот хочу вот что-то поучиться делать, но, во-первых, с деревом работать
там инструмент, ну, скажем, прямо весь острый, практически он как бритва. И когда я что-то делаю, у меня вот все руки бывают изрезанные, все это замотаны. Это сейчас более-менее еще так. И не каждый это вот, ну, долго выдерживает. Что-то он начинает строгать, интересно, да, но многие бросают и уже потом, ну, не хотят. Тяжело для них это.